Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы работаем в прямом эфире абхазского телевидения и продолжаем серию интервью с кандидатами на пост вице-президента республики. Сегодня эфирное время предоставляется кандидату в вице-президента страны Олегу Барциц, идущего в команде с кандидатом на должность главы государства Олегом Аршпо. Напоминаю о формате интервью. У нас 30 минут эфирного времени, из которых 20 минут отведены на беседу, остальное время на блиц-опрос и обращение кандидата к избирателям. 30-минутный таймер будет запущен после ролика с биографией кандидата. Вместе с нами таймер будут видеть и наши телезрители на своих экранах. Олег Мсасович, добрый вечер. Добрый вечер. Барциц родился 7 января 1967 года в городе Гудаута. В 1985 году окончил первую гудаутскую среднюю школу. В том же году поступил на отделение политологии философского факультета МГУ имени Ломоносова. С 1986 по 1988 годы служил в советской армии. По окончании службы находился в академическом отпуске, после чего в 1993 году окончил МГУ. В 1996 году окончил дипломатическую академию МИД России. С 1997 года занимался предпринимательской деятельностью. В 2002 году был заместителем директора Института промышленного развития Минпромэнерго России. С 2005 года руководитель представительства правительства Республики Абхазия по инвестиционной политике в Российской Федерации. С 2014 года председатель попечительского совета фонда «Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия». С 2018 года член Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. В 2019 году стал членом дипломатического клуба МИД Российской Федерации. С 2010 года по настоящее время торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации. Женат, имеет одного сына. Олег Мсасович, основная часть нашего интервью началась. Если вы готовы, то мы можем начать. Да, конечно. Мой первый вопрос, вообще вопрос, который хотелось бы задать всем кандидатам, и в том числе на пост главы государства. С чем связано ваше решение участвовать в выборах? Прежде всего я хочу сказать, что подобные решения, как правило, не даются легко. Людям ответственным политикам, которые хорошо представляют себе тот массив вопросов и проблем, с которым, возможно, они столкнутся, будучи избранными, он не может диктовать легких решений. Я также не стал исключением в этом. Разумеется, это решение пришло не сразу, а послужило основным толчком к принятию такого решения уверенность в том, что я, будучи избранным на пост вице-президента Республики Абхазия, мой коллега и единомышленник Олег Нуриевич Аршпо, в случае его избрания президентом Республики Абхазия, могли бы привнести новые компетенции, новые подходы в руководстве нашей республикой, новый объем знаний и те наработки, которые у нас были за время нашей государственной службы. Олег Мсасович, и вопрос, который я не могу не задать, вот изучая вашу биографию, обратила внимание на то, что отсутствует информация о вашем участии в Отечественной войне народа Абхазии. Как вы можете это прокомментировать? В 1993 году, 1992 году, 14 августа, когда начались боевые действия в Республике Абхазия, я перешел на 5-й курс философского факультета Московского государственного университета, находился в Москве. 16 августа вместе с группой еще других абхазских студентов мы выехали из Москвы, отправились на Северный Кавказ и побывали в таких городах, как Черкесск, Нальчик, и вот в Грозном, наконец, нам удалось получить все то, что нам было необходимо, и мы с группой чеченских и кабардинских добровольцев
обратно через Карачаево-Черкесию, через перевал. Ну, преодолев главный Кавказский хребет, мы пришли сюда. Затем в результате заболевания моего хронического обострившегося я был отправлен в Москву на лечение. Вот этим и объясняется. Спасибо за ваш ответ. Дальше. В Конституции почти не прописаны функции вице-президента. То есть там всего один небольшой абзац, где говорится о том, что вице-президент будет выполнять определенные полномочия президента, поручения президента. Вы уже вот в случае победы вашей команды, знаете ли вы, какими вопросами займетесь? Я думаю, что реальное наполнение должности вице-президента зависит, конечно, и от личности того человека, который будет занимать этот важнейший и ответственнейший пост в иерархии государственной власти нашей страны. И, разумеется, это будет зависеть и от взаимоотношений, которые сложатся между человеком, который будет занимать высший государственный пост, и тем человеком, который будет занимать пост вице-президента. Думаю, что есть хорошие примеры такого взаимодействия. Могу назвать в этой связи известный тандем Багап-Шанкваб, когда я могу оценить это взаимодействие и этот период нашей новейшей истории как весьма эффективный, и сотрудничество было плодотворным. Надеюсь, что и я смогу привнести какую-то добавленную стоимость, некое новое содержание, которым будет наполнена должность вице-президента Республики Абхазия. Традиционно все команды, участвующие в предвыборной гонке, представляют свои программы. У вас есть такая программа? И если есть, то чем она отличается от программ, которые представляют другие кандидаты? Я считаю, что весь тот массив программ, различных концепций и стратегий, которые в предвыборный период демонстрируют весьма охотно все штабы, все кандидаты в президенты и вице-президенты нашей страны, они во многом схожи. Я, просмотрев несколько подобных программ еще по предыдущим выборам, честно говоря, не нашел разительных отличий в программах различных кандидатов. Как правило, это декларации необходимости улучшений в той или иной сфере, в той или иной области. Это призывы к тому, чтобы сделать нашу жизнь безопаснее, лучше, нарастить наш экономический потенциал и далее по списку, включая молодежную политику и так далее. Поэтому не могу сказать, что есть существенные отличия. Безусловно, у нас есть тот набор мер, который мы собираемся предпринять в первую очередь. Это насущные довольно вопросы, с которыми мы хотим разобраться в первую очередь и оптимизировать работу сфер государственной власти, сфер управления страной. Здесь есть и вопросы, посвященные, безусловно, стабилизации и развитию в области экономики, правопорядка, общественной безопасности. Есть мысли, которые мы предложим обязательно нашим избирателям в области молодежной политики, социальной сферы. Безусловно, мы не обойдем стороной и вопросы внешней политики. Ну а конкретно, вот вы говорите о программах других кандидатов, что они схожи. Ну а ваша конкретно программа, чем она отличается от других? Как я уже сказал, шагов, которые предпримут другие кандидаты? Больших различий при всем желании, если даже будут искать эксперты в различных программах, вы не отыщете, как я уже сказал. Это мое глубокое убеждение. Я больше верю в практические шаги, в планомерные, пошаговые реформы, улучшения, поскольку когда я слышу о том, что нужно реформировать сразу все, у меня сразу возникают такие достаточно опасливые ожидания. Думаю, что мы будем теми отличаться от подавляющего большинства наших коллег вот по предвыборному циклу, тем, что мы будем не только декларировать какую-то готовность к изменениям, мы будем предлагать
конкретные, может быть, небольшие, но планомерные, упорные, целенаправленные шаги для того, чтобы изменить ситуацию в каждой сфере. Могу повторить эти сферы, которые являются, на мой взгляд, важнейшими. Это прежде всего, конечно, правопорядок, это противодействие коррупции. Коррупция не должна угрожать основам национальной безопасности, нашего государственного устройства. Это обязательно молодежная политика, поскольку молодежь должна иметь видение будущего. Она должна иметь уверенность в социальном лифте, в том, что может развиваться, двигаться по этой жизни, по своей карьере, становиться успешней и так далее. Ну, естественно, я думаю, что мы уделим большое внимание, это есть в наших тезисах к нашей программе, проблемам незащищенных слоев населения, многодетным семьям, ветеранам, инвалидам Отечественной войны народа Абхазии. Безусловно, не обойдут наше внимание и такие вещи, как особенности наших действий, необходимость решительных действий в области внешней политики. Наша ориентированность на совместную выработку совместных стратегий, в том числе с Российской Федерацией, конечно, диктует нам активность на внешнем контуре. Я думаю, мы будем уделять этому достаточно серьезное внимание. Конечно, отдельно разобрать все эти проблемы, подробно говорить было бы интересно, но эфирное время не позволяет, поэтому дальше. В вашей команде бывший президент Александр Анкваб. Какова его роль в этой команде? Александр Золотинскович Анкваб – это видный государственный политический деятель Республики Абхазия, человек, который занимал высший государственный пост, а до этого занимал еще ряд ответственных должностей. Его бесспорный опыт, управленческий, человеческий, профессиональный, он, естественно, сыграет, и мы в этом уверены, и Олег Нуриевич Аршба, и я, свою позитивную роль в случае, если мы будем избраны, если наша команда придет к управлению в стране. Я думаю, это будет бесценный опыт хозяйствования, налаживания связей между руководителями различных отраслей, а это необходимо, это взаимодействие, залог эффективной работы. Вот, собственно, этим и объясняется такое вот наше решение. Олег Мсасович, ну в продолжении вашего ответа, вот в случае победы на президентских выборах Олега Аршба, как будет формироваться правительство? Министерство возглавят люди, которые работали при Александре Золотинсковиче, или все-таки ждать новые лица? Я уже давно и не раз говорю о том, что нам необходимо уйти от практики формирования кабинета министров, да и вообще руководящих, назначения на руководящие посты людей по политическим, партийным предпочтениям, либо еще по каким-то субъективным предпочтениям. Единственным критерием, которым необходимо руководствоваться при назначении на высшие и не самые высокие посты в государстве, должны стать следующие. Компетентность, то есть тот объем знаний, навыков, подготовки, которым должен обладать соискатель на должность министра либо другого высокого руководителя. Ответственность, что не менее важно, особенно в наше время. И наличие воли, наличие управленческого потенциала. Мы будем руководствоваться только исходя из этих предпочтений и назначать самых эффективных менеджеров на высокие должности. Если углубиться немножко в вашу программу, экономика – это одна из важнейших тем вообще. Каким вы видите будущее экономики Абхазии? Я вижу Абхазию страной с развитой экономикой. Вижу ее социально ориентированным государством, которое заботится о своих гражданах, как я уже сказал, о незащищенных слоях граждан, заботится о молодом поколении, заботится о своих стариках, о тех, кто внес неоценимый вклад в становление и развитие Абхазии. Я к ним причисляю ветеранов и все, что с ними связано, весь комплекс тех услуг, которые государство обязано им предоставить. Но все это должно базироваться на экономической базе, на плотном экономическом, таком уверенном базисе. Необходимо для этого, разумеется, создать развитую экономику.
необходимо ее динамично развивать. Мы сегодня не можем сказать о том, что наша экономика демонстрирует образцы стабильности, динамичного развития, и тому много причин. Прежде всего, конечно, это война, которая нанесла колоссальный ущерб, колоссальный, который до сих пор восполнить не удается. Восполнить этот ущерб традиционными решениями, стандартными, тривиальными не получится. Мы должны будем продемонстрировать образец единства, наша нация, наше общество. Мы должны будем демонстрировать компетентность наших руководителей и, как я уже сказал, ответственность, поскольку зачастую мы видим, что много, особенно в предвыборный период, популистских заявлений, обещаний, которые ни на чем не основываются. Вот этим мы точно заниматься не будем. Попробуем вместе с нашими партнерами из Российской Федерации, которые уже длительное время оказывают нам достаточно существенную, весомую помощь. Попробуем найти такие модели взаимодействия, которые дадут нам возможность, если не для какого-то рывка большого, то, по крайней мере, для ощутимого качественного шага вперед. Здесь целый комплекс мер. И борьба с коррупцией там не на последнем месте. Это эффективное использование нашего потенциала, такого как агропромышленный потенциал, туристический, возможно, наш транзитный потенциал в перспективе и многое другое. О том, что необходимо искать новые источники пополнения бюджета, причем за счет собственных средств, мы часто слышим. И вот вопрос добычи нефти как раз один из вариантов. Но с этим связаны серьезные экологические опасения наших граждан. Лично ваша команда как к этому относится? Наша команда относится к этому, как и к любому другому направлению нашей работы, исходя из принципов того, что должно быть все основано на экспертном, выверенном, тщательно продуманном решении. Будь то область добычи углеводородов, либо угля, либо электроэнергетика, либо любая другая область, которая способна принести ощутимый эффект для нашего бюджета. Я не знаю много стран, да практически не назову, наверное, которая обладала бы значительными ресурсами в области углеводородов, угля, драгоценных металлов, и которая бы сознательно не разрабатывала это. Я думаю, что здесь нужны тщательно выверенные, экспертно обоснованные решения и, возможно, достижение серьезного экономического эффекта, но при одном условии. Я считаю, что вот такие проекты, инфраструктурные, большие проекты, проекты с высокой рентабельностью, с высокой прибыльностью, должны проходить под контролем, под очень тщательным, очень пристальным, если хотите, даже жестким контролем со стороны общественности, со стороны наших людей, со стороны государственных структур, дабы те преимущества, которые мы могли бы извлечь из подобных проектов, не осели где-то вне области государственного бюджета и так далее. Абсолютно неинтересно, чтобы появилось несколько богатых или очень богатых людей в Абхазии, будь то чиновники, либо бизнесмены, которые бы создали бы свой капитал на нашем национальном богатстве. Все то, что составляет долю прибыли нашей абхазской стороны, должно безусловно и обязательно поступить в бюджет Республики Абхазия. Это наш с вами, если хотите, инвестиционный фонд в будущее поколение. Это возможно, это перспектива развития для отдельных отраслей наших, для социальных сфер. Это стандарты жизни наших людей и стандарты в медицине, в образовании, то, что мы должны будем давать нашим детям. Вот я подхожу таким образом к этому. А какие еще есть, возможно, у вас какие-то идеи, есть источники пополнения бюджета? Ну, на самом деле бюджет Абхазии может пополняться из различных отраслей. Это и наш, безусловно, на сегодняшний день локомотив национальной экономики, туристический потенциал, который мы используем
не слишком продуктивно. Это, безусловно, и наши агропромышленные возможности, возможности нашего сельского хозяйства. Я уже неоднократно говорил о том, что существует уникальное окно возможностей в связи с работой, существованием такой программы, как импортозамещение в Российской Федерации. На огромном, дружелюбном по отношению к абхазским товарам российском рынке есть огромный потенциал для проникновения туда и реализации там абхазских экологических чистых и качественных товаров. Мы работаем над этой проблемой уже давно, и я говорю это с полным знанием предмета нашей беседы, что российский рынок готов, разогрет и интересуется качественными абхазскими товарами. Мы должны поощрять создание здесь множества производств, которые представят свою экологически чистую и качественную продукцию на российский рынок. Я думаю, что для небольшой страны, каковой является Республика Абхазия, вот подобного рода действия, подобного рода успехи в продвижении своей товарной продукции на внешний рынок, это может дать эффект уже в краткосрочной перспективе. Олег Мсасович, большинство наших граждан волнует состояние жилищного комплекса вообще, состояние жилищно-коммунального хозяйства. Это утилизация мусора, это состояние электроэнергетики. Эти проблемы требуют колоссальных вложений со стороны государства. На ваш взгляд, как эти проблемы вообще можно решить в ближайшее время? На самом деле эти области, которые вы назвали, они могут развиваться не только за счет государственных вливаний. Например, вы затронули сейчас проблему утилизации твердых бытовых отходов, то есть мусора, по-простому говоря. Я думаю, все жители нашей страны хорошо осведомлены о том масштабе проблем, которые существуют вот в этой сфере. Это и существование наших полигонов, а по сути это совершенно варварские свалки, которыми наполнена территория нашей страны. Часть из них находится, к сожалению, большому, в рекреационной зоне, в прибрежной зоне. Некоторые прямо чуть ли не на пляжах располагаются. Угроза от подобных явлений, конечно, она колоссальная. Здесь и здоровье нашей нации, и ущерб для нашего имиджа. Естественно, необходимо решать подобные вопросы. Мы с вами свидетели частых акций протеста со стороны жителей и так далее. Мы предлагали в свое время решение этой проблемы. Так вот, в том проекте, который мы предложили совместно с российскими нашими коллегами, там как раз-таки мы продемонстрировали готовность инвесторов поучаствовать в создании таких предприятий. Это мусороперерабатывающий, мусоросортировочный комплекс. Это предприятие, которое должно быть обязательно построено в Республике Абхазия в ближайшее время. Хотим мы этого или нет, это проблема, с которой столкнется любой руководитель республики, вне зависимости от того, кто будет избран на этот пост в ближайшее время. Проект, который мы предложили, он был даже подписан недавно, относительно недавно, в 2016 году, и который, к сожалению, не был реализован. Он как раз и предполагал участие российских инвесторов в этом. 70% вложений готова была принять на себя российская сторона. Поэтому я думаю, что здесь можно развивать важные для нашей страны отрасли, в том числе с участием российских инвестиций. В общем-то, у вас есть конкретные проекты, которые вы собираетесь воплотить? Безусловно, есть несколько проектов в разных сферах, которые мы считаем были бы полезны, которые были бы проектами, которые могут решить те или иные болевые проблемы в различных областях. Олег Мсасович, время, отведенное на основную беседу, подходит к концу. У меня еще пара вопросов. Хотелось бы, чтобы вы коротко на них тоже ответили. Предвыборная гонка началась, но такого черного пиара и громких разоблачений, как в некоторых странах, мы в Абхазии не наблюдаем. На ваш взгляд, если говорить о нравственных аспектах гонки, в каких моральных пределах она должна проходить и как вы оцениваете вообще нынешнюю гонку? Я оцениваю сегодняшнее состояние в предвыборной
в нашей предвыборной деятельности как вполне рабочую, штатную. Вы сказали, что не замечаете черных технологий и черного пиара. И слава богу, что их нет. В некоторых странах. И слава богу, что их нет у нас. Я вообще думаю, что уже отвечал как-то на подобные вопросы. И выскажу свою уверенность и убежденность вот в чем. Думаю, что мы должны учитывать, что мы с вами живем в Республике Абхазия. Мы живем в нашем обществе, которое имеет свои особенности, исторически сложившиеся и обусловленные. И надо четко осознавать, что предвыборная кампания окончится следующий срок действия власти, а мы с вами останемся, и нам надо будет дальше жить, глядя друг другу в глаза. Поэтому я хотел бы, чтобы предвыборные кампании всех кандидатов базировались на наших представлениях о приличиях, о достоинстве, чтобы мы не брали то нехорошее, то не подходящее для нас, что присутствует, может быть, в кампаниях в других странах. Наши лидеры нации должны выглядеть людьми, которые не дают необоснованных и популистских обещаний, которые не пользуются черными технологиями, которые не тратят все время на озлобленную критику своих оппонентов, а больше говорят о том, что они намерены предпринять в интересах своего народа. Олег Мсасович, наше основное время подходит к концу. Предлагаю перейти к блиц-опросу. 5 коротких вопросов и таких же коротких ответов. Начинаем наш блиц. Ваш ежемесячный доход? Моя зарплата чиновника составляет, с учетом коэффициентов работы за границей, порядка 25 тысяч рублей. В реалиях Абхазии соцсети – беда или благо? Если мы сумеем отойти от навязчивых клише, которые зачастую демонстрируют некоторые зарубежные сообщества, то я думаю, скорее благо, поскольку это информационное пространство, которое легко заполнить и которое достаточно динамично развивается. И один философский вопрос. Когда Конфуция спросили, как ответить на зло, он ответил: добром на добро, а на зло надо отвечать справедливостью. Вы бы лично как ответили? На добро, вне всякого сомнения, нужно отвечать добром. И по возможности еще более масштабным, нежели то, которое было оказано вам. А на зло, конечно, надо отвечать уверенностью. Нужно быть твердым, стойким. И, безусловно, воздавать справедливостью – это то, что стоит делать всегда. А когда вы последний раз пользовались общественным транспортом у нас в Абхазии? В Абхазии, к сожалению, я не пользуюсь общественным транспортом. К сожалению, не слишком сильно развит общественный транспорт в Абхазии, и можно сэкономить много времени, когда ты передвигаешься на автомобиле. А в Москве иногда пользуюсь метро, поскольку гигантский трафик и пробки, они диктуют необходимость зачастую, когда ты опаздываешь на важную встречу, то приходится и спускаться в подземку. И последнее. Талант или трудолюбие? Что важнее? Трудолюбие, безусловно, это основа всему. Однако искра Божья – это очень серьезный дар, от которого, я думаю, ни один из людей, живущих на нашей планете, не отказался бы. Олег Мсасович, это был последний вопрос в рамках блиц-опроса. Я вижу, более 3 минут у вас остается эфирного времени. Вы можете воспользоваться этим временем и обратиться к избирателям. Я хочу пожелать нашим избирателям, всему народу Абхазии, очень простых, но в то же время, мне кажется, очень нужных для любого человека вещей. Это здоровье крепкого, поскольку без здоровья сложно вести деятельность, общественно полезную деятельность. Я хочу пожелать всем нашим гражданам спокойствия за своих родных и близких, надежных, благодарных людей рядом. Всем нам хочу пожелать достойно и спокойно в рамках конституционных рамок пройти этот предвыборный цикл и в дальнейшем, объединившись, вне зависимости от того, кто из кандидатов
окажется на высшем посту, сплотившись, попытаться выстроить эффективный национальный государственный проект Республика Абхазия. Олег Мсасович, у вас еще 2,5 минуты. Можете воспользоваться этим временем. Спасибо вам за беседу. Желаем вам удачи на предстоящих выборах. Всего доброго. Спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в студии был кандидат в вице-президенты страны Олег Барциц. Прямые эфиры с кандидатами смотрите на нашем канале каждый вечер в 21:00. На этом я завершаю наш сегодняшний эфир. До свидания.